Согласно информации, опубликованной на китайской платформе Douyin, около 5000 китайских поселенцев были доставлены в Восточный Туркестан из китайской провинции Хэнань. На фото и видео изображены китайцы, прибывшие в автовокзал Санчи, расположенный в столице Восточного Туркестана. С 2017 года Коммунистическая партия Китая направила около 3 миллионов уйгуров и других тюрков в концентрационные лагеря. Кроме этого, под предлогом трудоустройства во внутренние провинции Китая были вывезены сотни тысяч жителей региона. Для изменения демографической структуры Восточного Туркестана Пекин ускорил процесс иммиграции китайцев, пообещав им землю, бизнес, жилье, финансовую поддержку и другие привилегии. Стало известно, что исламские орнаменты и каллиграфическая вязь, которая располагалась на внешней стороне исторической мечети Хейдгах, являющейся памятником истории Кашгара и Восточного Туркестана, были разобраны по приказу китайских оккупантов. Коммунистическая партия Китая в течение многих лет поддерживала систематическое уничтожение исламских артефактов, а также мусульманских кладбищ. В докладе, который был опубликован в прошлом году уйгурским проектом по правам человека, были представлены спутниковые снимки, собранные в период с 2016 по 2019 годы, на которых отсутствует большое количество мечетей, мавзолеев и других исторических зданий. Чтобы избежать резкой реакции международного сообщества, мечети, расположенные в центрах городов, символически остаются открытыми для туристов. Недавно китайский режим издал указ о снятии с ворот мечети Хейдгах коранического аята, запись которого датируется 1908 годом. Министры иностранных дел Англии, Австралии, Канады и США выступили с заявлением относительно принятия нового закона о безопасности в Гонконге. В заявлении, в котором выражается глубокая обеспокоенность решением Пекина, было указано, что реализация закона о национальной безопасности Китаем вместо собственных институтов Гонконга ограничит свободу жителей региона. В заявлении также содержится призыв к китайскому правительству достичь компромисса для выполнения обязательств, содержащихся в китайско-британской декларации, предусматривающей сотрудничество с правительством Гонконга и его народом. Закон о национальной безопасности включает борьбу против попыток свержения центрального правительства Китая, поощрения мятежа, государственной измены, терроризма, а также актов и действий, которые ставят под угрозу национальную безопасность. Администрация Пекина сообщила, что закон вступит в силу без одобрения местного совета Гонконга. Бывший премьер-министр Малайзии Махатир Мухаммед был исключен из Объединенной местной партии Малайзии, которую он лично основал в 2016 году. В письменном заявлении, сделанном руководством партии, указывается, что бывший премьер-министр и члены партии Мухриз Махатир, бывший министр спорта Сеид Садик, Амируддин Хамза и бывший министр образования Масзли Малик были исключены из партии из-за того, что отказались сидеть с остальными членами партии на заседании, которое состоялось 18 марта. В 2016 году Махатир Мухаммед ушел из Объединенной Малайской национальной организации в связи со скандалом о коррупции и в том же году учредил Объединенную местную партию Малайзии. Махатир подал в отставку из руководства партии после правительственного кризиса, который начался 23 февраля, но был повторно назначен на пост до съезда, который был запланирован на июнь. Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому социальные сети должны нести юридическую ответственность за публикации пользователей. Выступая на церемонии подписания, Трамп заявил, что предусматривается внесение поправок в закон об ответственности интернет-компаний за контент, предоставляемый их пользователями. Определив опцию Twitter проверить информацию как политический активизм и утверждая, что подобными действиями медиакомпании создают монополию, Трамп сделал следующее заявление. Если бы Twitter не была уважаемой компанией, и если бы у меня было законное право, я бы тоже закрыл ее. По этому вопросу ведутся переговоры, и адвокаты работают над решением этой проблемы.